Шумбрата да ялгат, шумбрачиоят, здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о богине-покровительнице воды Видяве. Ведь в переводе с макшанского и ирзянского «вода», «ава» – «женщина». Считалось, что в каждом водоеме, реке, колодце живет своя Видява. И их много. Представляют ее люди в разных обличиях. Некоторые видят ее в виде красивой, сильной, молодой женщины со светлыми волосами. Часто она сидит на берегу реки, либо на камне, расчесывает свои волосы и громко смеется. Некоторые же видят ее злой, огромной женщиной с зелеными спутанными волосами, которая гневается. По-разному люди видят ее. Считается, что живет она глубоко под водой, в мелких водах. Нет Видявы. У Видявы, как и у людей, есть муж. Его называют Видятей. И детки у них имеются. В различных мордовских быличках рассказывают, они могут быть как добрыми, так и злыми. Могут человеку как принести пользу, так и навредить. Поэтому детей часто пугали Видявой, говорили: не ходите одни на реку, а то Видява вас поймает и унесет в свой глубокий омут. Ежегодно в водоемах погибало множество людей. И в древности люди верили, что эта Видява с Видятей гневаются. Считалось, что каждый год им нужно определенное количество жертв. И столько, сколько им надо, столько они и возьмут, говорили старые люди. Поэтому, идя в водоем, с опаской купались, старались не заходить в глубокие места, а еще опасались тех мест, где крутятся так называемые воронки, куда часто затягивало людей. Если кто вдруг тонул и чудесным образом спасся, то раньше говорили, что нужно обязательно Видяву отблагодарить за это спасение. Значит, она, Видява, помогла человеку остаться в живых. Для этого, по старинным поверьям, нужно было принести дары к водоему. Например, насыпали пшено или 5-10 копеек деньгами. Считалось, что после этого Видява смилостивится, и больше уже человека опасность на водоеме не поджидала. В прошлом, да и сейчас, мордва считала, что вода обладает чудодейственной силой. Целебной, по мнению мордвы, обладала вода ведь бря. В переводе с мордовского ведь вода, бря – голова, верхняя вода. Для того, чтобы ее добыть, нужно было рано-рано поутру пойти по воду. Пока еще ни один человек не ходил к реке, а зачерпнуть эту воду, верхнюю воду с реки или с родника, и она помогала от различных болезней. Ей можно было обрызгивать скотину для того, чтобы она не болела. Особенно такая вода помогала от глазных болезней, считали раньше. Ей нужно было просто умыться. В прошлом, во время мордовской свадьбы, обязательно на третий день молодушку водили к реке или к колодцу, представляли ее Видяве, зная, что с этого времени молодая будет ходить каждый день на реку, либо в колодцу, носить воды, умываться. Просили Видяву, чтобы она не навредила девушке. Для этого приносили множество даров. Обязательно приносили хмельные напитки, украшения, холсты, салфетки. Старались во всем угодить Видяве. Первой, как обычно, следовала к реке либо к колодцу сваха. Под руку она вела молодую. Следом все гости. Это было целое театрализованное представление. Кто-то ехал верхом на палочке, кто-то шумел в заслонке,
пели песни шуточные, танцевали. И так старались разбудить, призвать Видяву, чтобы она обратила на них внимание. Если у молодых долго не было детей, то считалось, что это богиня воды обиделась на них. Может быть, где-то когда-то они обидели ее, и теперь она гневается и не дает им детей. И снова нужно пойти было на берег реки. И снова нужно было попросить Видяву о даровании детей. Но теперь к реке ходили уже не днем, а ночью. Для этого нужно было принести в дар Видяве черного петуха и бросить его в воду. Когда на свет появлялись дети, это было радостным событием для всей семьи. И родные благодарили богиню воды Видяву и богиню плодородия Нора-Фаву за посланное чудо. Часто приговаривали: если рождался сын, то говорили: Видява подарила сына. А если рождалась дочь, то говорили: Видява бросила девочку. В современном мире, конечно, уже никто не верит в богиню воды Видяву. И рассказы о ней остались только в сказаниях и в быличках мордовского народа. Но в чудодейственную силу воды люди верят и по сей день.